В 2021 году было зарегистрировано около 10 тысяч случаев гендерного и семейного насилия. Насилие в отношении детей и женщин является социальной болезнью и требует срочных безотлагательных мер. Поэтому был разработан проект «Клуб самообороны для женщин и детей». Мы здесь сейчас с самыми престижными клубами переговоры ведем, чтобы это, знаете, так, чтобы красиво было и хорошо было, чтобы удобно было всем. Да, качественно, чтобы было. А по состоянию, который, кто будет, как будет отбираться для этого в дальнейшем, после как запуска, это любая желающая женщина может или девушка может приходить, обучаться. Первый набор по проекту планируется объявить среди представительниц средств массовой информации. Официально тренировки планируется запустить 10 августа в Бишкеке. Продолжительность курса 1 месяц. После, с учетом всех замечаний и предложений, проект планируется доработать и запустить в регионах. ММА – это такой вид спорта смешанный, что там есть и элементы борьбы, ударной техники, также развивает ловкость, скорость, реакцию, также работу мозга. О том, что этот проект необходим, говорит и гендерный эксперт Бактыгуль Исламбекова. К сожалению, в Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами, в среднем 8 из 10. Чаще всего женщин убивают их мужья, молодые люди или сожители, а фемицид является прямым следствием семейного насилия. Если женщина сможет защитить себя и своего ребенка, это поможет уменьшить трагические случаи в нашей стране, отмечает Исламбекова. Те же, например, если вы посмотрите, женщины, заключенные в СИЗО или в тюрьмах, 70% сидят за убийство своих партнеров, сожителей. Это именно те пострадавшие от насилия, которые длительное время находились в ситуации насилия. Поэтому очень важно, чтобы такие клубы открывались чаще, и желательно, чтобы молодые девушки тоже в это привлекались. Согласно рейтингу индекса мира и безопасности для женщин, Кыргызстан – наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97-м месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин. Рахат Батырбекова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.